Выкинешь что-то, и тебя отменят. Вот черт. Создатели нового слэшера под названием «Техасская резня бензопилой» 100% посмотрели на перезапуск продолжения Хэллоуина 2018 года, где просто взяли и смели все продолжения после оригинальной части, как крошки со стола, и придумали свое. А что, так можно было, что ли? Что удивительно, вышло продолжение Хэллоуина спустя 3 года. И за такой короткий промежуток времени успели обосраться все, кто были вовлечены в съемочный процесс, потому что в фильме 2018 года было заявлено, что психопат Майерс просидел в карцере 40 лет, а в продолжении 2021 года жители города хотят его линчевать, потому что он терроризировал город 40 лет. Но как? Ведь он сидел в заключении. Видимо, у создателей шизофрения. Возвращаемся к новой техасской резне бензопилой. Там также решили поступить его создатели, где картина вышла на Netflix. Списывай только так, чтобы никто не понял. Но это понятно сразу. Они также отмели все предшествующие 6 частей фильма. И складывается такое неприятное впечатление, что нас ждет волна подобных перезапусков. Только для меня загадка. Зачем? Зачем перезапускать или, не дай бог, продолжать, даже если по-новому? Я просто к тому, что да, было 6 частей после первой оригинальной части в середине 70-х, которая выстрелила и насобирала денег в 37 раз больше, чем потратила. И это все потому, что для того времени это был невероятный феномен, выбивающийся из всего кино в целом. Но помимо этого, все прочие продолжения страдали как по качеству, актуальности и, самое главное, терпели убытки в финансовом плане. Но почему-то на это никто не посмотрел. Почему никто не обратил внимания, что 6 попыток продолжить франшизу не увенчались успехом, несмотря на то, что в третьей части резни снимался Вигго Мортенсен, Мэтью МакКонахи. И даже в сраной техасской резне 3D, спасибо за эти повальные 3D фильмы, да, Джеймсу Кэмерону, техасская резня 3D была с участием Александры Даддарио. Вроде там и подростки, и все в коротких шортиках. Даже все это не помогло вернуть и отбить потраченные деньги на проект. После была еще какая-то одноговенная часть, и вот мы в 2022 году снимаем снова про бензопилу. История начинается с 4 ребят, которые отправляются в какую-то пердь, некогда злачное местечко, которое превратилось в заброшенное пустующее место, город-призрак. Но ребята-мечтатели, да, вот они вот такие фантазеры, молодые амбициозные энтузиасты, которые смотрят на мир сквозь розовые очки и считают, что без общественного транспорта, дорог, инфраструктуры в целом, какой-либо логистики и, самое главное, без населения, там люди почему-то начнут раскупать отреставрированные дома и пооткрывают бизнесы, барбершопы, кафе, магазины комиксов. А еще тоже вопрос, откуда у ребят на все это деньги? Разыгрывается невероятно нелепая сцена с одним чернокожим из героев, который начинает взрываться на вывешенный флаг конфедератов. Что этот нигер себе позволяет? Понимаете, тут такой толстый намек на то, что типа город в Техасе, а там все белые расисты, старая бабка называет его нигером. Лично у меня от такой грубой, нелепой, неотесанной и тупой помойной пропаганды просто корежило. Не знаю, как это было смотреть американскому зрителю. И весь этот фарс про гнобление белых техасцев продолжается, что как это так, ездить на грузовике, выпускать черный дым, вы не думаете про зеленые лужайки и белых пушистых зайчиков. Я техасец, и я решаю, что мне делать. А что не делать? И всякие приезжие богачи. Так вот откуда у них деньги, они богачи. И всякие богачи мне не указ. А еще у меня вопрос. Зачем невеста, будущая жена, поехала с 2 полицейскими, старой бабкой-расисткой и кожаным лицом? Чтобы что, попасть в натянутую смертельную опасную ситуацию? Понятно. Конечно, все происходило по дороге, точнее действия ранее упомянутого больного маньяка-убийцы выводит фильм в жанр фантастика, учитывая то, как он легко и просто ломает человеческие руки, кости. Сцена с будущей и вследствие бывшей невестой, с тем, когда кожаное лицо пилил пол, и девочка просто ползла вперед, видимо, в надежде, что ее все-таки распилят напополам. Сцена в автобусе. И на все это без смеха не взглянешь. И я понимаю, убийство это ужасно. И тут нету ничего смешного. Но само поведение людей заставляет смеяться, когда просят не выходить из автобуса, он выходит, чтобы ему голову отпилили. Он не закрывает дверь, чтобы кожаное лицо беспрепятственно зашел внутрь автобуса. В общем, если вам хочется посмотреть тупой кровавый слэшер, не включая мозги и не обращая внимания на все то, что так сильно врезается в глаза, тогда смело смотрите. В остальном довольно избитый, напичканный шаблонами и клише
ужастик. Ставьте большой палец вверх, если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Пишите в комментариях, какие у вас впечатления от просмотра фильма. А на этом все. Спасибо за просмотр. Масло масляное. До встречи. Пока.